Да, слышу, Олег. Здесь скажи. Да, я слышу. Да, прекрасно. Да, Екатерина Руслан, добрый день. У нас сколько? У нас сейчас 14:22. Мы, собственно, в 14 часов ждали аэропорту. Да, ждали еще полдень. Сдвигается ее объявление, соответственно, сдвигается ее заявление по подведению итогов голосования. Ну и по явке, между прочим, вчера, начали более 40%, но обещали, что сегодня узнаем финальную. Что касается того, что мы собирали представители, наблюдателей, собственно, сами наблюдатели, иностранцы сегодня были здесь, только расскажем, что они видели, зачем следили. И на протяжении 3 часов проходило выступление по очереди разных самых иностранцев, которые здесь присутствовали, а всего на выборах было порядка 249 иностранных наблюдателей, вместе с экспертами все 400 человек. Вот крайне впечатлены, очень теплые слова, везде побывали, ничего, в общем, сверхъестественного не увидели. Если были какие-то жалобы, то, в общем, незначительные. А вот что интересно, обратили внимание наблюдатели, конечно, вот те технологические инновации, которые применяются в России. Во-первых, 3 дня голосования, с учетом современных условий. Пандемия это везде, и многие наблюдатели обратили внимание, что этот опыт, конечно, нужно перенимать, потому что для всех безопасность избирателей задача номер 1. Голосование. Второе – это наша технология. Ну, сам бесконечная аудитория со всех сторон, актуальная информация каждую секунду, это все впечатляет. Ну и электронное голосование, которое в этом году впервые применяем,
хоть и не во всех регионах все впечатлены технологиями безопасности, разработанными в России, и возможностью так легко и быстро авторизоваться, сделать свой выбор и моментальным подсчетом голосов, когда приходит время. В общем, все это, конечно, хотят принимать иностранцы, поблагодарили за приглашение, теперь едут домой, возвращаются в скором времени, будут делиться со своими, собственно, странами. Теперь, что касается цифр, смотрим на монитор, 99,58 количество обработанных протоколов, первое место Единоросса 49,4, коммунисты 18,96, третий ЛДПР 7,5, 7,43 ОСР, 5,33 новых людей. Вот видите, вот противостояние за третье место между ЛДПР и СРами сохраняется, но считать осталось совсем немного, фактически меньше 0,5%. Ну и пока что, раз уж мы говорим об интригах, сохраняется интрига, будет ли у нас пятая парламентская фракция. Барьер, но мы, тем не менее, на протяжении многих последних часов нашего Белорусского Кавказа, другой соты снижаются результаты партии, но пока что все в порядке. Пока что пятая партия должна быть. Будет приходить 100%. Увидим ли мы сегодня цифру 100% обработанных бюллетеней? Нет гарантий, потому что есть очень отдаленные избирательные участки, есть моряки, которые находятся в походах. Много кто должен передать свои бюллетени на сушу, издалека в Россию. И вот, может быть, заветная цифра где-то приблизившись к 100%, уже вплотную, там будет оставаться несколько сотен процентов. А может быть, успеют довести, добраться, и тогда узнаем окончательный, уже не предварительный результат сегодня. Пока что ждем Малу Панфилову, коллеги, вернуться, может быть, снова. Пойдем. Да, все ходили. Эти телевизоры внизу экраны с камерами сейчас не актуальны. Друзья, могу что здесь? Спасибо. Не, ну у меня прям такой звездный человек. Как новый папа. На твоей карте, знаешь, если Нет, он что-то это ребята говорит. Кто-то занимается.
Соглашаюсь. Слушай, ну что здесь? Еще не предлагать, что ли? Ну, тогда может мне не нужно, значит. Вопрос в том, что мы не знаем, что это. 4. Все такое, Дамир? Если честно, до машины с техникой просто где выезжать будет. Если там включаться все собираются, Да, сразу спросить, действительно,
в ЦИК стекаются последние данные, на эту минуту обработано больше 99% протоколов, меньше половины процентов остается, чтобы подвести окончательный итог выборов, но уже можно озвучить цифры. Единая Россия уверенно набирает больше 49% голосов КПРФ, почти 19% у ЛДПР, 7,5%, Справедливая Россия за правду чуть меньше 7,4%, партия Новые люди 5,3% голосов, и она, по всей видимости, преодолевает барьер. Таким образом, впервые за последние годы в Государственной Думе будет 5 фракций. Также уже известны данные по одномандатным округам. Подавляющее большинство голосов Единой России, если быть точнее, в 198 округах из 205 побеждают единороссы. Таким образом, Единая Россия, по всей видимости, образует конституционное большинство в Нижней Палате парламента. Следует отметить, что россияне выбирали не только депутатов Госдумы, но и 5 областей, губернаторов региональных собраний. Есть уже цифры из регионов, Тульской области побеждает Алексей Тюмин, в Хабаровском крае, в Дегтяреве оба кандидата набирают больше 50% голосов. То есть побеждает в первом туре в Ульяновской области. Большинство избирают, уже голосовали за Алексея Русских, в Белгородской за Вячеслава Гладкова. Всего по стране проходило 9 губернаторских избирательных кампаний. В связи с пандемией выборы проходили 3 дня. Также впервые в 7 субъектах у граждан была возможность электронного голосования. Я поставил 93%. В Москве отдать голос через интернет почти 2 миллиона человек, что сопоставимо с очным голосованием. Что касается общей явки по стране, по предварительным данным она составила более 45%. В ближайшее время мы ждем председателя избиркома Эллу Панфилову. Она должна провести итоговую пресс-конференцию. Мы будем следить за ситуацией.
Проверить. Ну еще раунд, конечно. Нет, ну первый канал, спасибо. Все занятие. Я могу даже. Так? Сделай. Так, 11 у нас какой телефон? 11 Это, я думаю, уже не
Не видят нас, такого не может быть. Значит, ребят, надо сказать. Там я не смогу. О. Нет, не Мерлин. Какой Мерлин? Это линия. Ну, чувак бородатый в оранжевом стоит в оранжевом. Моя. Зал заседания. Да, это. Обраточку давайте проверим. Звук и обраточку. Алло. Здравствуйте, давайте проверим все. И ухо, и звук. Ну, я да. Вот теперь, да, вас слышу прекрасно. Да, слышу. Да, отлично, спасибо. Все равно мне очень комфортно, когда у меня вываливается, оно реально вываливается, я от этого себя чувствую. Естественно, я тебе скажу. Там сейчас никого нет. Да, конечно. Случилось, что женщина рассказывала своему Александру. Ну, так вы услышите, потому что если музыку включить, то не расплещется не просто так. Должны обязательно в маске с косичкой. С косичкой можно. Если она уже выпала. В принципе, даже если я так понимаю, все равно может посильно. Ну, слушай, покажи еще раз. Где? Покажи. Покажи. Повернись. Ну, да, мы
Да, на нас. Вестит? Все. На какой? На четвертый? Да, слышу хорошо. Да, да, слышу, хорошо все. Свет-то точно можно включить. Что, меня не слышно разве? Там включили микрофон? Дайте забыть заряд. Да, слышу хорошо. Нет, не дайте мне забыть ее. Все нормально, все нормально.
средствах индивидуальной защиты. Цифры по губернатору будут собраны, могут отличаться, потому Понятно, что тоже я сейчас текущий. хорошо. Дорогие коллеги, все, кто присутствует в зале, я прошу прощения за такую задержку. Она происходит не по зависящим от нас причинам. К сожалению, пока у меня должна была состояться встреча с президентом, но в связи с рядом трагических происшествий, в регионах, все вот, и график, и президента тоже изменился, вы знаете, что в Пермском крае, что произошло и так далее. Поэтому встреча состоится буквально, у меня должна где-то через полчаса, поэтому я начну, очень важно. Потом я прошу тогда Николая Ивановича, коллеги продолжат день итогов, коллеги, что могу сказать? Выборы состоялись, явка. Вот сейчас еще до конца не подведены итоги, там осталось, по-моему, совсем немножечко, 98-58% сейчас, уже больше, вот вы видим, вот уже в процессе, вот явка 51-68, выше, чем в прошлую кампанию. Вообще, конечно, мы видим серьезное отличие от аналогичной кампании, которая была 5 лет назад. Это, в принципе, расширение политического разнообразия в самой Думе. Как уже можно предположить, что проходит не 4, как уже с 90 какого-то там года парламентских партий, а будет 5 парламентских партий. Более того, помимо 5 самовыдвиженцев, еще будут представители 3 партий, в личном качестве, то есть победившие на одномандатных округах. В общей сложности в Думе будет представительство даже в таком от 8 партий. То есть 5 парламентских, еще 3 непарламентских партий. Это вот, пожалуй, самое большое отличие кампании. Единая Россия, как вы видите, набрала больше всех голосов, но, тем не менее, обеспечила конституционное большинство, но, тем не менее, немного уменьшила свой результат по сравнению с 2016 годом. Что касается у нас 9 субъектов Российской Федерации были выбраны, я так не знаю, правильно я иду, избраны руководители субъектов Российской Федерации, так что вы, вот вы показываете одномандатников, Хорошо, теперь покажите выборы субъектов Российской Федерации. У нас 9 руководителей субъектов Российской Федерации избирались. Из них 6 человек – это те, кто победил от партии «Единая Россия». 1 у нас самовыдвиженец, 1 от партии ЛДПР и 1 от партии КПРФ. То есть губернатором Ульяновской области практически, уже на подходе избирается русских Алексей Юрьевич. Тульской области он от КПРФ, вот в Ульяновской области. В Тульской области Дзюмин Алексей Геннадьевич, он самовыдвиженцем шел, вы пока... это пока все. Тыва, где у меня? Сейчас я смотрю просто по какому порядку. Тыва, Хавалько Владислав Товарищ Тайнович, у нас от «Единой России». Мордовия, Зунов Артем Алексеевич, тоже «Единая Россия». Глава Чеченской Республики Кадыров Разам Ахмадович. Я думаю, что все результаты сейчас покажут, я их не буду перечислять. Хабаровский край, Дегтярев Михаил Владимирович, это ЛДПР.
Белгородская область, Единая Россия, Гладков Вячеслав Владимирович, Пензенская область, Мельниченко Олег Владимирович, Единая Россия, Тверская, Единая Россия, Рудени Игорь Михайлович, про Тульскую сказала, Ульяновскую сказала. И, да, ну вот все, да, пожалуй, всех 9. Более того, 19 сентября в 3 у нас национальных республиках избирались главы республик посредством парламента, то есть... вернее, 2 уже избрались. Главой Карачаево-Черкесской республики избран Тимрезов Рашид Бориспиевич, главой Республики Северная Осетия Алания избран Меняйло Сергей Иванович. Избрание главы Дагестана состоится 14 октября этого года. Уважаемые коллеги, прежде чем я дальше продолжу давать статистику, я обращаюсь ко всем моим коллегам в регионах. Пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться подводить итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даем вам время для того, чтобы вы максимально, тщательно, внимательно приняли все заслуживающие того жалобы и рассмотрели их. И решительно, если выявляются нарушения или малейшие сомнения в чистоте результатов, прямо я скажу так, решительно отменяйте. По тем участкам решительно отменяйте выборы. Это залог нашей репутации. Если вы это не сделаете, и к нам подойдет жалоба, и мы будем видеть, что вы поступили, извините, не так, как положено, будем мы отменять. Но хотелось бы, чтобы все-таки вы на своем уровне, если будут поступать жалобы, конкретные, официальные, прежде чем вы не рассмотрите все их, гласно, открыто, в присутствии заявителей. Официальные итоги не подводите. Мы даем вам время. Не торопитесь. К пятнице, когда мы намечаем официальное подведение итогов, у вас более чем достаточно времени сделать то, что вы должны сделать. Это наша репутация, это залог чистоты выборов. Я хочу сказать, что у нас сейчас. Информация о признании недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков. По информации, полученных от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на текущий момент в 35 субъектах России, Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Крым, Марий-Эл, Мордовия, Северная Осетия, Алания, Хакасия, Алтайский край, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Ставропольский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Астраханская, Брянская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Курская, Московская, Орловская, Самарская, Саратовская, Томская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, город Москва и Санкт-Петербург. Вот в этих 35 регионов из 85 на 107 из почти 100 тысяч избирательных участках недействительными признано 25 830 избирательных бюллетеней. Конечно, пока то, что мы видим, это в общих масштабах страны это мизерный, ничтожный результат, но поскольку каждый голос дорог, конечно, мы очень серьезное значение этому придаем. Надеюсь, что все, что, еще раз повторяю, если вдруг появляется жалоба, которая будет требовать решения по признанию недействительными бюллетеней, делайте это гласно, открыто и оперативно до подведения итогов. Еще раз повторяю. У нас так, по отмене выборов, так, сейчас где-то у меня информация была. Я так жду, когда наш Санкт-Петербург оперативно проявит себя наконец-то в положительном плане и отменит. Там точно ночью занимались несколько участков. На одном точно придется возбуждать, минимум на одном, потому что на двух уголовное дело придется. Мы привлекли правоохранительные органы. 6-7 участков, которые, на наш взгляд, предварительные.
имеют основания для того, чтобы там выборы отменить. Мы не зря с вами все это время обращали внимание на Санкт-Петербург, держали под контролем, постарались минимизировать нарушения с их стороны. Все, что выявили пока, вот это то, о чем я вам говорю. Жду оперативной реакции от Горосбиркома, хотя бы в этом случае. А дальше посмотрим по совокупности. По другим пока у нас, так я скажу, так вот она, да, фактически у нас то, что касается, вот по информации, которая к этому времени к нам подошла, в 3 субъектах Российской Федерации, это Крым, Калмыкия и город Санкт-Петербург, на сей момент отменены итоги голосования на 3 избирательных участках в связи с допущенными многочисленными нарушениями в процедуре голосования, отсутствие реестра, и так далее, и так далее. По выборам депутатов и законодательных представительных органов государственной власти в 2 субъектах Российской Федерации, Свердловская область и город Санкт-Петербург, куда ж тут без... отменены итоги голосования тоже на 3 избирательных участках в связи с допущенными нарушениями. Да, это вот информация на сей момент. Будем тщательно отслеживать каждый час, что у вас происходит. Для этого, естественно, мы действительно создали максимально прозрачную систему, в которой ни одно правонарушение невозможно скрыть. Именно поэтому у нас огромное количество наблюдателей работало, чтобы даже мы видим, что по сравнению с предыдущей кампанией нарушений стало значительно, просто значительно меньше, гораздо меньше, чем когда бы то ни было. Но каждый из них моментально выходит на поверхность, потому что прозрачная система это гарантирует. Ни одно из них не останется без нашей реакции. Пусть это будет ничтожное количество или выйдет еще что-то, но без реакции не останутся. Самая жесткая реакция, чтобы впредь никому не было повадно это делать. У нас это обеспечено, гарантировано тем, что у нас очень большое количество наблюдателей было, тоже могу, если по сравнению с прошлыми кампаниями, наблюдатели от партии, от одномандатников, от всех кандидатов, в общей сложности составило 334 127 человек. Плюс к этому 157 061 человек – это то, что в последний момент, это есть право такое по закону, назначали партии, это членов комиссии с правом совещательного голоса, то есть те, кто обладают полноценным наблюдательским пакетом, и даже в чем-то они превосходят. То есть в общей сложности у нас 400, так, это что-то мне дали не то. Подсчитайте, не то дали мне, так, я считала по-другому. Сложите, вот 334 127 плюс, да, 157 061, вот прямо сейчас столбик 8, 8, 1, 1, 9, 491 тысяча, да, 188. Вот видите, вы на телефоне, я вручную. Советское образование не подводит. Столбик считать. Вот. То есть 491 188 человек наблюдали вживую. Это реальные данные, это данные не те, кто заявлялся, а данные, которые пришли с наших участков, где действительно были наблюдатели. То есть 409, почти под 500 000, 491 188. Сюда входит, еще раз повторю, кандидаты от партии, наблюдатели от партии, от одномандатников, от общественных, тех, кто модерировал общественные палаты. Вот в общей сложности, да, и члены комиссии с правом совещательного голоса. В общей сложности у нас работало на избирательных участках
работали журналисты, представители от 2144 средств массовой информации, как наших отечественных, так и зарубежных, включая, еще раз напомню, тех, кто имеет статус иностранного агента. Ни по одному пункту их права не были поражены, так же, как наблюдателей. Я, конечно, не знаю, надо ли сейчас по расклад по партиям сказать, от кого какие наблюдатели. Интересно это или нет? Конечно. Интересно, да? Давайте назову тогда. Потому что заявок было много, разговоров было много. Давайте посмотрим, насколько заявленные амбиции соответствуют тому, что произошло на самом деле. Так. Я только не знаю, это все вместе считали, тоже по раздельности. Мне в столбик придется считать. Ну да. От кандидатов, то есть одномандатников, 116 тысяч 48, ну считайте там, да, так, больше, чем у нас участков избирательных. От политических партий 299 тысяч 627. От избирательных бюллетеней, объединений, тут сюда же тоже 169 человек, то есть добавляем сюда. От субъектов общественного контроля 75 344 наблюдателя. То есть я так понимаю, что готовили они многих, они просто их расхватали партии и кандидаты. То есть вот реально пошли от субъектов общественного контроля 75 344. Вот что по партиям. Единая Россия 90 919 плюс 28 507. Вот опять вот усложнили мне задачу, могли бы сложить это. То есть получается, ну скажем так, почти около 120 тысяч, я так округляю. Да, КПРФ говорила о 300 тысячах, на самом деле, около 50 получается, да. Не 300, а около 50 тысяч. Справедливая Россия за правду 43 тысячи примерно вместе, да. Партия пенсионеров 23 примерно тысячи. Новые люди немножко, да, 15 тысяч примерно. ЛДПР 13 примерно, да, около 13 тысяч. Я округляю, так, знаете, мы складываем с Николаем Ивановичем Столбике. Да, два. Вы математик, я в большей степени, да, физик или электронщик, вообще не знаю, кто уже. Гражданская платформа, да, 7,5, Родина 6,5, Коммунисты России 5200, Зеленая альтернатива, молодцы, тоже около 6 тысяч, Партия Роста, ну да, 4600, немножко побольше, да, Партия Зеленая еще 1200, Яблоко. Да, вот у них, да, они пошли по другому пути. У них 771 наблюдатель, потом они в последний момент назначили с правом совещательного голоса 2901. Получилось примерно 3600, да. Ну, в общем-то, прогресс, я скажу так, по сравнению с другими выборами, с предыдущими. Российская партия «Свободы и справедливости» 136 наблюдателей и 85 членов комиссии. Иные политические партии 114 наблюдателей, 21 член комиссии. Ну, вот то, что я могу сказать пока предварительно. У нас, я так понимаю, были... Коллеги, что осложнило нашу жизнь в этот раз? Беспрецедентные кибератаки. Беспрецедентные. И на сайт, и на все наши ресурсы, интернет-ресурсы. Я думаю, что наши специалисты об этом скажут. Да? Я так полагаю, у нас присутствует Илья Исович Масух, потому что мы вчера-то с вами здесь подвели итоги по дистанционному электронному голосованию, разошлись в надежде, что, к сожалению, Москва гораздо позже это сделала. Поэтому я хочу, чтобы мы заслушали Москву, а не в режиме, да, дистанционного. А можно начать до слова сказать? Да, я сейчас план говорю. Мы заслуживаем Москву, заслуживаем нашего руководителя Федерального центра информатизации по поводу того, что у нас тоже
впервые за много лет были определенные технические как раз, да, возникли нюансы, проблемы. Это в основном связано действительно вот то, что мы... Удивительно, что мы выдержали все эти кибератаки. Вот это удивительно. Прочность системы большая. Но то, что мы подверглись этому масштабно, беспрецедентных масштабах, это факт. Поэтому тогда, Николай Иванович, пожалуйста, вам слово. Коротко, Да, я просто да. хотел обратить наше внимание. Вот сейчас отсчитаны результаты по 99,71% протоколов, которые введены в систему ГАЗ-выборы. Среди этих введенных протоколов все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в систему ГАЗ-выборы, корректным образом отражены в соответствующих территориальных комиссиях и окружных избирательных комиссиях. То есть у нас на сегодняшний день проблемы с вводом протоколов по дистанционному электронному голосованию нет. Они введены и корректным образом уже отражены в результаты голосования по партиям или по кандидатам. Я бы хотел, чтобы мы это все понимали и как бы к этому относились как к совершившимся фактам. Спасибо. Спасибо, уважаемый. Да, Николай Иванович, спасибо огромное. Да. Я пока никого не поздравляю, пока мы официально не подведем итоги, уже окончательно, вот в пятницу наметили, да, вот все сделать. Пока всех и поздравим, и поблагодарим. А сейчас у нас еще такая тяжелая рабочая неделя. Я хочу, чтобы Илья Исович сейчас расскажет нам то, что касается дистанционного электронного голосования. А я, с вашего позволения, вас покину. Вы прекрасно без меня справитесь дальше. Да, уважаемые коллеги? Все. Не да? знаю как. Ну уж как-нибудь. Да, хорошо. Журналисты всё Уж напишут. как-нибудь. Спасибо, Элла Александровна. Добрый день всем. Территориальная избирательная комиссия ДЭК занималась электронными выборами в 6 регионах. Это Мурманская, Ярославская, Курская, Нижегородская, Ростовская и город Севастополь. Система отработала штатно. Мы публично вчера собрали ключ расшифрования. Сама процедура расшифрования заняла максимум, наверное, 30 минут. Дальше началась работа комиссии. Она такая же обычная работа, как и с обычной территориальной избирательной комиссией, с протоколами, подписание протоколов. Но единственное, чего мы протокол подписывали в электронном виде. И, как ни странно, подписать в электронном виде протокол оказалось дольше, чем подписать его в ручном виде. К 11 часам все формальности были завершены, и где-то начиная с 12 ночи результаты выборов по всем уровнем уже загружались в систему ГАЗ-выборы. Протокол находится в публичном доступе на портале наблюдения stat.выборы.ру. Все прошло штатно касательно 6 областей, которыми занимался ДЭК. Мы проработали вопрос обращений граждан в комиссию. Обращений было немного, всего порядка 15 обращений граждан. Все они касались технических аспектов системы. Ни одной жалобы квалифицированно не было. Поэтому комиссия единогласно подписала протокол. Было особое мнение одного члена. Это все публично представлено на сайте, который я вам сказал. Спасибо, Илья Исович. Хотелось бы действительно поблагодарить за работу территориальную комиссию по дистанционному электронному голосованию. Это была важная работа. Мы все переживали. Комментарий сейчас по тому, что происходило и каким образом прошло голосование на площадке московской системы ПТК ДЭХ.
у нас Юрий Алексеевич Ермолов и, если можно включить, Артем Александрович Касперко. Кто, Юрий Алексеевич, будет дать комментарий? Да. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Система комиссий, которые занимаются дистанционным электронным голосованием в Москве, немного отличается от той системы, которая принята на федеральном уровне. У нас формируются избирательные комиссии в каждом избирательном округе. При этом ЦИК дал нам право, и мы с благодарностью этим правом воспользовались, возложение полномочий одной избирательной комиссии на избирательную комиссию в другом избирательном округе. В частности, на выборах депутатов Государственной Думы у нас 15 избирательных округов. Мы образовали 15 избирательных участков и подводили итоги по 15 избирательным участкам, но полномочия были возложены на одну участковую избирательную комиссию. То же самое касается проведения дополнительных выборов депутатов Московской городской думы. В 2 избирательных округах было образовано 2 участка, но одна участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию, на которую были возложены полномочия второй комиссии. Третья тема связана с муниципальными выборами. 5 трехмандатных округов, соответственно, должно было быть 5 комиссий. Мы образовали 5 участков, но одну комиссию возложили полномочия. Это отличие, которое есть от федеральной системы. Ну и второе отличие – это использование московской платформы как для приема заявлений от желающих проголосовать, так и для обеспечения самого процесса голосования и подведения итогов. Артем Александрович как раз является одним из разработчиков этой системы, и мне хотелось бы передать ему слово, если вы не возражаете. Спасибо, Юрий Алексеевич. Да, Артем Александрович, слушайте. Добрый день. Голосование все 3 дня проходило штатно. Мы открылись с небольшими проблемами, вызванными большим наплывом желающих проголосовать в первый день. Собственно, некоторое количество людей, достаточно большое, они видели электронную очередь. Ну и после нескольких минут, до 15 минут доходило в пиковые периоды ожидания очереди, смогли проголосовать. Все голоса были доставлены в блокчейн в зашифрованном виде. Все до сих пор лежат в публично доступном обзервере вместе с ключом и шифрования, и ключом расшифрования. Собственно, целостность данных, их неизменность, она подтверждена и сохранена. При расшифровке у нас получилась достаточно существенная относительно того, что мы ожидали, задержка по времени. Связано это с большим количеством транзакций, которые мы обрабатывали. Мы первый раз проводим на этой системе такие масштабные выборы по всем уровням, и федеральные, и субъектовые, и муниципальные, ну и, соответственно, большое количество транзакций, большое количество бюллетеней. Поэтому сама расшифровка и подготовка протоколов, которые были отправлены в Госвыбор, у нас заняла гораздо больше времени, чем мы на это рассчитывали. Все. Спасибо. Ну, на самом деле, я напомню, коллеги, что протоколы в данном случае шли по всем избирательным комиссиям территориальным города Москвы. Что касается федеральной платформы, то по всем комиссиям территориальным, которые были, включались в этот перечень 6 регионов, 6 субъектов Российской Федерации. Это сложная работа и непростая работа. И мы здесь базировались на том опыте, который у нас был получен в результате создания и проведения на площадке Москвы 2 года подряд эксперимента по цифровым избирательным участкам. В очередной раз хотел бы сказать Москве в целом, правительству Москвы, комиссии Москвы за то содействие, которое было оказано при проведении эксперимента по цифровым избирательным участкам, опыт которых позволил нам успешно работать и по применению дистанционной электронной системы голосования. Александр Юрьевич, если можно, тогда вы. Если будут вопросы, мы потом вернемся, Юрий Алексеевич, к вам. Артем Александрович, договорились? Да, пожалуйста.